эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. На территории Якутии действуют 35 пожаров. В борьбе с огнем привлечены 380 человек. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев посетил Горный район. Якутский фильм «Замыкание» показали в Москве. На сегодняшний день в республике действует 35 пожаров на территории более 350 тысяч гектаров. Тушатся 8, локализовано 4 и ликвидировано 4. Обнаружено тоже 4 очага возгорания. Всего на тушении задействовано 380 человек и 36 единиц техники. Для мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекалось 2 воздушных судна от МЧС. Выполнено 28 вылетов и передислоцировано 59 человек. Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. По тушению проводится на территории 4 районов республики. Это Вилюйский 1, Сунтарский 2 пожара, Усьмайский 4, Чурапчинский 1. Другие пожары находятся на зоне контроля. При этом также работает самолет-зондировщик Ан-26, который показывает свою эффективную работу. Благодаря работе данного самолета хорошие обильные осадки пошли по нашим пожарам. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперштаба по коронавирусной инфекции. Узнаем о текущей обстановке в республике. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова эпидситуация по коронавирусу в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Действует указ о режиме повышенной готовности на территории республики. Зарегистрировано по данному управлению Роспотребнадзора 143 новых случая новой коронавирусной инфекции, 85 из которых зафиксировано в городе Якутске, в Мирнинском районе 7, по 6 случаев в Нерюнгринском и Чурапчинском, по 5 случаев в Вилюйском, Хангаласском, 4 случая в Амгинском, Сунтарском, по 3 случая в Алайховском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, по 2 случая в Нюрбинском, Алекминском и Савданском районах. И по 1 случаю имеется фиксация в Булунском, Верхнеколымском, Жиганском, Намском, Амиконском и Татинских районах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание на то, что для сегодня распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики характерны 2 новые тенденции, одна из которых нам действительно с вами была достаточно хорошо известна, и мы работали в данном направлении для того, чтобы снизить тенденцию ее распространения. Это заболевание среди детей. Сегодня непосредственно достаточно большое количество детей находится как на больничных койках, так и лечатся амбулаторно. И, соответственно, еще раз обращаем внимание родителей, членов семей детей на необходимость вакцинации для того, чтобы непосредственно детей обезопасить от непосредственно заболеваний новой коронавирусной инфекции. Второй тенденцией является уход новой коронавирусной инфекции в очень дальние поселения наших улусов. Так, в Алекминском улусе у нас сегодня зарегистрированы уже случаи в Маче, в Чапаеве, в самых дальних поселениях Алекминского улуса. Аналогичная ситуация соответственно, в Чурапчинском улусе, где ковид дошел даже до Жулуна. И, соответственно, в ряде, в том числе и в Хангаласском улусе, где тоже в маленьких населенных пунктах, отдаленных населенных пунктах фиксируется непосредственно новая коронавирусная инфекция. Чем непосредственно характеризуется такое распространение? Оно характеризуется тем, что в небольших населенных пунктах, в отдаленных населенных пунктах у нас действуют либо врачебные амбулатории, либо фельдшерско-акушерские пункты. Соответственно, медицинская помощь там оказывается. Тем не менее, высокий уровень распространения инфекции осуществляется и вируса за счет компактности проживания. Тем не менее, те населенные пункты, в которых был высокий уровень непосредственно вакцинации, соответственно, меньше подвержены, у нас непосредственно граждане этому заболеванию. Мы продолжаем в объеме 1850 исследований делать в сутки на новую коронавирусную инфекцию.
И сегодня необходимо обратить внимание, что продолжается и вакцинация. В целом уже на территории республики поступило порядка 418 555 доз вакцины. И первую вакцину получило порядка 69,4% от общего объема вакцины, поступившей в республику. На настоящий момент в открытом доступе во всех учреждениях здравоохранения республики есть вакцина двух видов – «Спутник» и «Спутник Лайт». Необходимо обратить внимание, что «Спутник Лайт» применяется преимущественно для массовой вакцинации. Тех граждан, которые переболели более 6 месяцев назад, и тех граждан, которые прошли вакцинацию 6 месяцев назад, где-то начиная уже с января, с февраля, мартовские, в зависимости от вакцинации, будут приглашаться на ревакцинацию, могут приходить на ревакцинацию граждане, также и по своему, соответственно, усмотрению. Организационно ревакцинацию мы начнем и начали уже с медицинских работников. Сейчас под ревакцинацию попадают учреждения социальные, часть из которых у нас находится в закрытом режиме. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня подписан указ главы республики об особенностях проведения образовательного процесса на территории. Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс на территории в соответствии с федеральным законом об образовании пройдет в очной форме обучения. При возникновении сложностей санитарно-эпидемиологической ситуации муниципальное образование самостоятельно принимает решение о применении дистанционных форм обучения. В целях обеспечения безопасности школьников, а также их родителей на территории не допускается на настоящий момент проведения мероприятий как в школах, так и учреждениях дополнительного образования с участием родителей в помещениях. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы Министерство образования совместно с учредителями создать все условия по наличию рециркуляторов, по наличию санитайзеров, по наличию всех необходимых средств защиты на территории самого учебного заведения. Ну и кроме того, естественно, обеспечит и безопасность проведения через вакцинацию, проведения именно уроков через вакцинацию учительского состава. Министерство здравоохранения в свою очередь организует медицинские осмотры детей и, соответственно, и приступит к вакцинированию детей от гриппа, который должен быть у нас на настоящий момент. Эта вакцинация проведена в целях того, чтобы непосредственно наши дети не болели. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Досрочное голосование началось в 25 районах Якутии в труднодоступных местностях. Количество групп избирателей, голосующих досрочно, 543. Общее планируемое количество досрочно голосующих превышает 10 тысяч. Это традиционно оленеводы, вахтовики, старатели, метеорологи, работники гидропостов. Члены избирательных комиссий будут добираться до жителей труднодоступных территорий с помощью авиационного, водного и автомобильного транспорта высокой проходимости. Вертолеты полетят обеспечивать голосование избирателей, находящихся в труднодоступных местностях 17 районов. В основном это избиратели арктических и северных районов, также Алданского, Мирнинского, Алекминского и Нюрнгринского районов. В минувшие выходные Горный район посетил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Депутат посетил детско-юношескую спортивную школу в поселке Бердигистях, а также встретился с волонтерами молодежки Общероссийского народного фронта и бойцами сводного отряда инженерных войск, которые разбили лагерь в окрестностях села Бяскюэль. Добровольцы и солдаты помогают устранять последствия пожара как в самом селе, так и по периметру. Кроме того, в ходе своего визита Николай Валуев принял участие в акции «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология» и встретился с местными жителями. В рамках акции «Сохрани лес» мы будем высаживать деревья сегодня, будут высажены деревья завтра, послезавтра ребята будут этим заниматься. Миллионы деревьев были высажены уже до сегодняшнего дня в рамках этой акции по всей России.
В Якутии это тоже планируется миллионы деревьев уже на тех гарях, которые более-менее восстановились, и там будут посажены новые деревья. Фабрика номер 3 города Мирного все лето стоит без движения. Внутри проходят масштабные ремонтные работы. Но в этот раз там не латают изношенное оборудование, а меняют на новое. Задачи перед Центром сервисного обслуживания были поставлены масштабные. Как они с ними справляются и что уже заменено, знает Роман Муконин. Ремонт на третьей фабрике только начался, но рабочие уже смонтировали конвейер для подачи руды, на который осталось уложить ленту. Старый функционировал беспрерывно с 1984 года. В пиковые периоды по нему за сутки проходило 6,5 тысяч тонн руды. Часть постоянно падала на пол из-за несовершенной конструкции. Для уборки приходилось задействовать персонал, а это негативно влияло на другие виды работ. Новый конвейер компактнее, а его резиновое покрытие исключит потерю руды. У персонала больше времени появится на исполнение своих непосредственно обязанностей по контролю, эксплуатации оборудования. То есть, соответственно, и контроль за работой тоже гораздо эффективность будет выше. Обновить на предприятии решили и главный кран. Старый был слишком огромным, а кабина некомфортной для оператора. Новый в 3 раза меньше, работает экономичнее, быстрее и точнее. Замена происходила через крышу здания по частям. Старый кран был 1962 года выпуска. С точки зрения механики он, в принципе, работал исправно, но по электрической части уже оборудование, с которого он был составлен, соответственно, уже и не выпускается, и морально устарело. Также рабочие заменили резервуар пенной сепарации. При монтаже его пришлось разрезать на части и собрать заново. Теперь ремонтной службе предстоит усовершенствовать конструкцию бункера для приемки руды, а также отремонтировать километр водовода и 3 километра пульповода. После чего надежность фабрики повысится до максимальных значений, а работа персонала станет легче и комфортнее. Роман Муконин, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Более 5800 заявлений поступило в столичные школы от родителей первоклассников на обучение на якутском языке. Об этом рассказали в Управлении образования Якутска. Отмечу, что по закону родитель сам выбирает, на каком языке будет обучаться ребенок. Также в связи с изменениями братья и сестры вправе обучаться в одной школе. И в то же время имеется требование о принятии в школу по месту регистрации ребенка. Все эти нюансы Управление образования столицы старается учитывать. В связи с этим в новом учебном году в ряде школ открыты дополнительные якутские классы. В этом учебном году в первые классы, заявление на прошлой неделе, в конце прошлой недели, подали 5803 ребенка. Из них первые классы, якутские классы, заявление родители написали в 51 класс, это 1400 с лишним детей. И программа учебно-воспитательного плана. В этом направлении работаем. Также у нас работают группы наших дошкольных образовательных учреждений. И поэтому мы стараемся, чтобы появлялся контент на родном языке и чтобы родители подавали заявления в классы с родным языком обучения, с якутским языком обучения. Степанида Артахинова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио. Якутянка в паре с Баиром Шигаевым из Бурятии стала третьей в соревнованиях по стрельбе из лука среди смешанных пар. В борьбе за третье место они со счетом 153-151 победили представители Ирана. Для 31-летней Артахиновой эта бронза Паралимпиады стала второй в карьере. Ранее она становилась третьей на играх 2012 года. Всего в 5-й соревновательный день российские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых наград. В медальном зачете команда Паралимпийского комитета России идет на 4-й позиции. В ее активе 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых медалей. Лидирует сборная Китая, следом идет команда Великобритании. Тройку лидеров замыкают американцы.
Фильм якутского режиссера Татьяны Эверстовой украсил программу Центрального дома кинематографистов в Москве, посвященную Дню российского кино. Показ триллера «Замыкание» прошел в Большом зале и собрал самых искушенных ценителей Сахавуда. Ленту посмотрела и моя коллега Айсена Бурнашова. «Не замыкаться и быть на светлой стороне» гласит слоган фильма. Но как сдержать себя, не пойти буквально на преступление, если на кону жизнь близкого человека? Стреляй. Если ружье в руки возьму, думать не стану. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о судьбе старшеклассницы Тани, которая мечтает избавить свою мать от пьющего отчима-абьюзера. Каждый эпизод пронизан чувством тревоги и беспокойства за героиню, когда от ее выбора зависит все. Кстати, роль Тани исполнила непрофессиональная актриса Юлия Мярина. Она отмечает, такой контрастный подход режиссера к фильму и столь острая тема продиктована самой жизнью. Я не профессиональная актриса, но я профессиональная артистка балета. Помогало мне это или нет, вопрос спорный. В чем-то да, в чем-то я себя контролировала и полностью полагалась на съемочную команду, которая состояла из суперпрофессиональных людей. Фильм жизненный. Жизнь ведь состоит из выбора того или иного, хорошего или плохого. И эта тема актуальна во все времена. Проникнуться историей десятиклассницы Тани, любовью к матери и ненавистью к отчиму в Дом кино пришли и москвичи, и якутяне. И хоть картина вышла в российский прокат в мае этого года, желающих посмотреть на якутский триллер сотни. Здесь, находясь в Москве, якутских фильмов очень мало. И если вышла такая возможность прийти и посмотреть якутский фильм, я, конечно же, нашла время и пришла с подругами, чтобы посмотреть якутский фильм, чуть-чуть хоть как-то, как будто побывать у себя на родине. Фильм «Замыкание» является продолжением нашумевшей киноленты Эверстовой «Его дочь». Команда также планирует выход как минимум 4 частей этого проекта. Продолжения имеют и показы других якутских фильмов в Доме кино. Например, до конца этого года жителей столицы порадуют как минимум 2 лентами из Якутии. Один из фильмов «Тагендархан», еще несколько фильмов и, конечно, на следующий год. То есть я считаю, что у нас должно быть сотрудничество, потому что зрители должны видеть, какой разнообразный мир кино. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий.